начале пресс-конференции председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба сообщил о намерении создать консультативный совет на базе Общественной палаты Абхазии. Мы обратились в Общественную палату с тем, чтобы на базе Общественной палаты организовать некий постоянно действующий консультативный совет, мы его так назвали, для того, чтобы в рамках этого совета с привлечением не только оппозиционных партий и общественных организаций, но и общественных деятелей, и провластных, может быть, организаций, и власти, представителей власти самого президента, организовать такую некую площадку, где был бы постоянный диалог и обсуждались актуальные вопросы внешней и внутренней политики. По словам председателя Республиканской общественной организации АРУА Тимура Гулия, консультативный совет предоставит возможность для диалога общественности и власти в обсуждении острых вопросов. Хотим диалог с президентом на площадке Общественной палаты. Вот как Адгур Амиранович сказал, назовем это консультативным советом при Общественной палате, где мы могли бы иметь возможность обсуждать такого рода вопросы, касаемые наших активов государственных, народных. Они еще предстоят. Кроме данного соглашения, данной тематики, актуальной на сегодняшний день, я знаю о том, что встанут и другие вопросы. Вопросы недвижимости, вопросы энергетики, вопросы Мещерского заповедника. Я как-то говорил вам, там речь идет о 480 гектаров реликтовых лесов заповедной зоны Миссера. И поэтому у нас впереди очень много работы, и нам бы хотелось, чтобы руководство нашей страны напрямую имело диалог с народом, с оппозицией, со всеми заинтересованными лицами, чтобы исключить всевозможные вопросы и события. Вот чего мы добиваемся. Председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц и руководитель Республиканской политической партии Апсны Виталий Габня также считают, что создание консультативного совета необходимо. То, что предлагается сегодня, вот этот документ, он должен рассматриваться серьезно, а не для того, чтобы очередной раз отмахнуться от него, затянуть время, так скажем, да, и привести к тому, к чему они хотят привести. Возвращаясь к теме Пицунской госдачи, Адгур Ардзинба отметил, что он за соглашение от 1995 года, так как в этом документе, по его мнению, права и законы Абхазии не нарушены. Это было соглашение, которое устраивает абхазскую сторону. В том, что это собственность Республики Абхазия. Вот. Я хочу, чтобы эта территория, эти строения оставались собственностью Республики Абхазия. Адгур Ардзинба также прокомментировал интервью российского посла Михаила Шургалина агентству РИА Новости. Конечно, он высказал ряд мнений, свое мнение высказал о происходящем, в том числе о предполагаемой ратификации госдачи Пицун, вопроса этого. Я с ним не согласен. Я не считаю, что посол Российской Федерации должен вмешиваться во внутриполитические вопросы Абхазии. В ходе встречи участники пресс-конференции прокомментировали и заявление политической партии Амцахара. Мы, как системная оппозиция, вели себя выдержанно, не переходили на брань, не переходили на оскорбления и вышли с предложением конструктивным. То заявление, которое последовало от Амцахара, оно было грязным, ведущий к конфронтации, и я считаю, что мы на него отвечать не будем. Пусть люди видят, за кем правда. Свое мнение по поводу создания консультативного совета на базе Общественной палаты Абхазии высказали общественный деятель Абисалом Кварчи и депутат Народного собрания Беслан Халваш. Пришли к выводу, что юристы, которым вы доверяете, и наши юристы, давай вместе сядут и выработают, где, что, мы друг друга не понимаем. Есть какое-то мнение. Я думаю, это конструктивный подход, да. Сейчас неожиданно для нас, да, сейчас вроде бы там договорились, они должны, общественники, тут проявляют инициативу общественники, от оппозиции мы никого не видели. Вроде бы что-то сейчас они, я считаю, это, знаете, это форма ультиматума.
Так нельзя разговаривать в решении любых вопросов. Отозвать, сделать. Этот документ прошел определенную процедуру. Его согласовал кабинет министров, потом уполномоченный подписал, значит, комитет единогласно, кстати, парламентский принял, да, к ратификации. Мы можем сегодня вопрос ставить: ратифицировать, не ратифицировать. Это же не детские игры какие-то, отозвать. Ну, так не делается. Есть какие-то нормы, есть какие-то правила, которые мы должны соблюдать. Что мы должны демонстрировать все-таки, что мы государство созревшее, знает, что делать, а не так, как я захотел, ты захотел. Но это не государственный подход. Поэтому, во-первых, так вопрос ставить нельзя, чуть-чуть некорректно. И я думаю, сегодня было время, когда можно было это все, да, обсудить, и консультативный совет создать, что-то сделать. Но сегодня именно вопрос, касающийся передачи государственной дачи, сегодня как бы уже вот это запоздалое решение. Оно, когда можно и нужно было вот этот вопрос инициировать, я причину не знаю, но со стороны оппозиции как бы какая-то была непонятная позиция, непонятное отношение. Сегодня вот другое. Да, я согласен, должны создать комиссию, должны сделать, но по другим будущим вопросам. А по этому вопросу, я думаю, тут одно решение. Или ратифицируется, или не ратифицируется. Уже отзывать или есть процедура. Понимаете, опять-таки мы должны знать, что есть процедура, когда, скажем, парламент может ратифицировать с какими-то оговорками. В дальнейшем, значит, Министерство иностранных дел республики пишет ноту, на основании этого дополнение к этому договору делается, снова прилагается, насколько я знаю, сейчас как от источников, да, таких, довольно-таки серьезных компетентов, вроде бы российская сторона не возражает против этого. Тут идет какие-то еще работы, там, премьер-министр доложил, что занимаются какие-то, вносятся как бы изменения, какие-то решения, как бы соответствующие структуры работают над этим документом. А вот сегодня вот ставить ультимативный вопрос отозвать, это сам вопрос некорректный. Того, что я считаю, что он написан в ультимативной форме, я считаю, что это недопустимо. И еще раз повторяю, что президент действует в рамках тех полномочий, которые ему определены Конституцией Республики Абхазия. Подменять его функции никто не имеет права. В той же Конституции это прописано. Но да, другое дело, что есть необходимость создания, необходимость принятия решения после тщательного изучения тех вопросов, которые стоят сегодня на повестке, после проведения консультаций, но ничего обязывающего и ультимативного, и ограничивающего права нашего президента не должно быть. Это мое мнение, я уверен, что так оно и должно быть. И президент, и еще раз говорю, президент не выходил за рамки своих полномочий, определенных ему Конституцией. И я еще раз говорю, что президент должен советоваться и с оппозиционными силами, и с другими политическими общественными деятелями, но то, что было прописано в данном соглашении, оно слишком ультимативно и ограничивает права президента, которые определены ему Конституцией. Абисалом Кварчи высказался и по поводу прямого эфира, прошедшего 6 сентября на абхазском телевидении. Довольно-таки демократично, даже смело демократично. Сегодня не каждое государство вот так вот открыто, скажем, людей разного мнения, чтобы собрали в одну студию и получился диалог. Это тоже риск своеобразный. Я думаю, диалог, мы увидели позиции каждого. Мы увидели аргументацию. Я вот как гражданин рассуждаю. Мне очень понравилось, скажем, преподнесение этого вопроса министра юстиции Республики Абхазия. Кажется, это очень компетентный, грамотный, выдержанный, вот именно выдержанный в духе наших традиций, спокойно, без эмоций. По-моему, он на все аргументы ответил квалифицированно. Мне, как не юристу, мне было все понятно. У меня там вопросов никаких нет. Но когда говорят многие, что мы можем предполагать, может предполагать
могу предполагать я, крестьянин. Вы можете, но юрист не должен предполагать. Юрист должен руководствоваться законом, нормами, конкретными статьями, конкретными документами. Если мы говорим о серьезной политике, а предполагать, это могут на улице, на рынке люди, мы так думаем, но юристы не должны, люди должны быть четкая конкретика. Инициаторы создания консультативного совета на базе Общественной палаты Абхазии выразили надежду, что совсем скоро им удастся сесть за стол переговоров с представителями власти и обсудить текущее состояние дел в стране. Алька Трапшам Разаранди, Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.